У Бога есть послание для вас сегодня, которое выходит за рамки человеческих слов. Вы даже не представляете, как сильно Бог любит вас. Через Святого Духа я хочу сказать вам кое-что, что вас удивит. Так что оставьте нашего Отца в покое и дослушайте конец этого видео. Приготовьтесь, ведь до вас дошла весть Святого Духа, дети. Видите ли вы, как люди вокруг вас ходят, но не двигаются? Я знаю, что ты иногда чувствуешь. Возлюбленные, я здесь сегодня, чтобы укрепить вашу веру, чтобы вы могли подняться раз и навсегда во всех аспектах своей жизни. Оставляйте свои пожелания и подписывайтесь на канал, чтобы поблагодарить нашего удивительного Бога. Сегодня я хочу поговорить о вашем финансовом пути. Дети в раю, и им не о чем беспокоиться. Но здесь, на земле, комфортная жизнь требует денег. Христианство не проповедует бедность, потому что я не хочу, чтобы вы жили в нищете и тревоге. Я хочу, чтобы у тебя была прекрасная жизнь в этом мире, который я создал для тебя. Поэтому я благодарю вас и беру на себя ответственность за все свои действия. Однако деньги не должны быть первым, что приходит вам на ум, и я должен помнить, что нельзя носить их на голове. Если вы слишком привязываетесь к деньгам, это будет влиять на вашу жизнь. Помните, в Евангелии от Матфея 17, 24-27 Петр пришел ко мне, чтобы напугать своих учеников. В то время он приказал бросать в море деньги из уст первой пойманной им рыбы, показывая, что верующие могут испытать финансовые чудеса. Вот почему важно молиться, чтобы финансовые двери открылись. Но ты должна доверять мне и доверять мне, чтобы защитить тебя, моя дорогая. Богатство может открыть множество дверей и предоставить возможности, но я советую добиваться успеха во всех сферах жизни. Помни, бег не моя награда, но я восхвалю тебя за твою верность и силу. Во время молитвы попросите, чтобы ваши глаза открылись, чтобы вы могли видеть успех всех своих усилий. Поверьте, что я Бог, который будет благословлять вас и заботиться о вас каждый день. Спасибо, что купаешь меня каждый день, моя дорогая. А Господь, мой возлюбленный Небесный Отец, хвали и благослови Твое имя. Я приношу Тебе радость и радость благодаря всем замечательным вещам, которые Ты делаешь. 2 и 3 Авраам пообещал сделать своих потомков великим народом и благословить окружающих. Подобно Аврааму, доверьтесь мне, чтобы благословить вашу жизнь и судьбу. С этого момента я хочу поблагодарить вас. Точно так же, как они сделали с Гейблом в каноне. Ежедневно молитесь об изменениях в вашей жизни и о том, чтобы мое слово и моя цель открылись в вашей жизни. Верьте всему, что я говорю. Когда я молюсь так, как желает мое сердце, я слушаю и отвечаю. Итак, обратите внимание, потому что я заявляю, что если вы сделаете это, моя благодать и благословение откроются в вашей жизни сегодня. Я не проиграю, будучи мальчиком. Я помогу вам найти богатство там, где вы никогда не думали, что найдете его. Вы будете поражены этим чудом. Хотите посмотреть эту сцену еще раз позже? Это вам. Скоро вы получите это чудо. Осмотревшись в своих привычных местах, вы обнаружите, что этот сюрприз предназначен именно для вас. Я тебе еще раз скажу, сынок. Сегодня,
через некоторое время вы встретитесь со мной, чтобы убедиться, что именно я приготовлю для вас это чудо. Таким образом, мое присутствие в вашей жизни неоспоримо. В этот особый момент твоей детской жизни, Господь, я даю тебе все духовные благословения во Христе. Позвольте мне прославить вашего Отца и вашего Бога. Как я учил в марте 310 года, принесите свою десятину в магазин и поешьте у меня дома, попробуйте и откройте глаза, чтобы увидеть, как Божьи принципы могут решить вашу финансовую проблему. А Господь Саваоф, если для тебя откроются небесные окна и зальются на тебя благословения, к вам может прийти большое богатство, дорогие мои. Вы готовы сформировать комитет благословения и проявить открытость во всех аспектах своей жизни? Благословите вашу жизнь моим щедрым сердцем, а я и мои ангелы выполняем эту работу. Великое благословение. В свою очередь, сохраняйте непоколебимую веру в меня. Теперь поймите все негативные мысли о своем богатстве и отвергните депрессию, которую вы чувствуете. Все, что вы делаете, будет успешным, и вы получите результаты, соразмерные вашим усилиям. Сыны мои, если вы верующие, скажите «Аминь». Я желаю не только благословить вас, но и благословить вас разными видами денег в зависимости от вашего поколения. Во имя Мое святое вы преодолеете ловушки и препятствия, которые враг расставил на вашем пути, чтобы достичь благословений и планов, которые я приготовил для вас. И ваши комментарии и критика. Помните, что вы демонстрируете веру в силу моей крови. Хотя это может продолжаться какое-то время. Помни, сын мой, что всякий, кто ищет меня, ни в чем не будет недостатка. В своих священных писаниях я заявляю, что у меня никогда не будет недостатка в том, что необходимо для счастливой жизни и продвижения моего царства на земле. Я не принимаю ничего меньшего, чем те стандарты, которые я установил. Ибо я исполню всю твою волю по славе моей. Как написано в Псалме 16:4, доля, которую ты дал мне, это прекрасное наследство. Поэтому помните, что вы наследники моих благословений. Он сказал: «Я наследник Бога». В Псалме 65:12 говорится: «Хотя мы и пройдем сквозь воду и огонь, это приведет нас в великое место». Итак, сынок, пришло время финансового процветания. Свобода от бедности и страданий. Подобно Исааку, вы увидите огромный рост. Каждое семя, которое вы посадите, приведет к большему урожаю. Когда вы приблизитесь к моему престолу с верой и послушанием, вы узнаете, что дни испытания прошли. Поблагодарите их за то, что они дали вам силы в вашем путешествии. Примечание: слава Богу! Я решил благословить тебя во все твои дни и сделать счастливыми в те годы, которые я тебе дарю. Всегда просите Его выпрямить любые возникающие темные пути, открыть бронзовые двери, разрушить стены, которые вас сдерживают, и двигаться вперед. Откройте глаза, чтобы увидеть все возможности, которые я даю вам для преодоления проблем, с которыми вы сталкиваетесь. В Псалме 35:27 я призываю вас иметь мужество и всегда иметь его при себе. Всегда помните об этом и славьте Его. Ибо мои слуги победили меня. Ты знаешь, сын мой, что мое желание – это процветание моего народа и процветание моих потомков. Земля и все, что на ней, мои, потому что золото и серебро мои.
Таким образом, условия будут открыты для вас, поскольку нет никакого риска для вашей финансовой безопасности. Во имя Мое святое перед вами откроются возможности финансовой безопасности. Во имя Моего Сына Христа Иисуса я решил покончить с вашими финансовыми потребностями, чтобы вы могли жить независимой жизнью. Мой возлюбленный Сын, я восхваляю дело твоих рук и доведу до конца все, что ты делаешь. С силой Божьей и вашими щедрыми молитвами я сделаю для вас больше, чем вы надеетесь и ожидаете. Моим святым именем сегодня это пророчество запечатано. Помолитесь этой мощной молитвой, вдохновленной Святым Духом, и Бог сотворит вам чудо всего за 2 минуты. Любовь моя, не подведи Бога. Если вы хотите совершать чудеса быстро, потому что ваши чудеса зависят от вашей преданности Богу, выслушайте эту мольбу до конца. Вы готовы? Итак, слушайте послание Бога к вам. Я выведу тебя из джунглей, через которые ты сегодня идешь. Ваша жизнь во имя Моего Сына Иисуса Христа, я хочу, чтобы вы произнесли эту молитву вслух, чтобы вы могли сегодня получить желаемое чудо. Для меня нет ничего невозможного, пустыня может открыться, и я сделаю то же самое в вашей жизни. Все потеряно и невыгодно, ваша жизнь будет прекрасной, и только тогда появятся возможности и сбудутся ваши желания. Оставляйте свои пожелания и подписывайтесь на канал во имя любви нашего великого Бога. Так что поверьте мне, когда я говорю эти слова снова и снова. Будьте уверены, пока в вашем сердце горит вера, все, чего вы желаете, вскоре сбудется. Мне очень жаль, дитя мое. Если вы чего-то хотите, не ждите, пока это произойдет. Потому что это заставит весь мир узнать, что в вашем сердце есть сомнения. Повторите эти слова со мной, чтобы исполнить свои желания и выпустить их во Вселенную. Отпустите и оставьте все остальное позади. Наберись терпения и исполни свои желания, любовь моя. Сын, я всегда говорю это всем на этом удивительном канале, кому нужно вылечиться от наркотической и алкогольной зависимости, не останавливайтесь. Создатели этого канала помогают организовывать регулярные ежемесячные пожертвования, поэтому, пожалуйста, вносите свой вклад, где можете. Если можете, прочтите первую строчку этого видео и спасите жизнь. Аминь. Так что держите пальцы скрещенными. Ты готова, любовь моя? После этой недели вы увидите что-то удивительное, что изменит вашу жизнь. Дорогой Бог, сегодня я стою перед тобой со смирением и открытым сердцем. Желаю чудес во всех сферах своей жизни. Отец, моя вера в Тебя непоколебима, и я верю, что Ты способен на большее, чем моя глупость. Я хочу сохранить веру, Пап. Я не хочу следовать тому, что вижу в мире, но своей верой, Господь Бог Всемогущий, прошу Тебя творить чудеса всеми моими способами. Я вижу Твое стремление совершить невозможное в жизни и верю в Твое свидетельство и приверженность, дорогой Отец. Я так благодарна, потому что знаю, что Он видит и понимает все мои недостатки. Отец, я прошу Тебя помочь мне преодолеть трудности и невзгоды в моей жизни. Твоя удивительная сила будет очевидна во мне до конца моей жизни. Господь направляет меня в каждой ситуации, в которой я оказываюсь, и продолжает делать все в моей жизни. Боже, пожалуйста,
прости меня за любой грех или злую мысль, которая может войти в мое бедное сердце и помешать мне увидеть Твои чудеса. Отец, очисти меня, дай мне чистое сердце и восстанови дух праведности в моей жизни. Я знаю, что Он решает творить чудеса в моей жизни каждый день. Мне это не нравится. Бог любит меня. Если духовные проблемы мешают чудесам происходить в моей жизни, тогда я возношу эту истинную молитву во имя Твоего Сына Иисуса. Отец, спасибо Тебе за чудеса, которые Ты каждый день приносишь в мою жизнь. Небесный Отец, я знаю, что Ты моя крепость, и вся власть принадлежит Тебе. Я молюсь Богу о душевном спокойствии, дальнейшем здравии и дальнейшем здравии. Я думаю, что у него сила и выносливость собаки. Бог дал мне сильную иммунную систему, которая может защитить меня от угроз, происходящих во всем мире. Я молюсь, чтобы мой отец был здоров. Я молюсь, чтобы мой отец прожил долгую жизнь. Я молюсь, чтобы мой отец был здоров. Чем здоровее ваш родитель, тем больше вероятность того, что ваши желания сбудутся. Благодарю Тебя, Господь, за Твои благословения и доброе здоровье, когда Ты слышишь и повинуешься моим словам. Поэтому я обещаю, Отец, что буду молиться 7 дней на этой неделе. Когда мой отец захотел уничтожить его, я отдал его ему. Обещаю Тебе, Отец, я не сдержу этого обещания. Потому что я знаю, что Ты уже давно творишь чудеса. Смотреть. Бог любит меня. Отец, Ты моя сила, мое руководство и моя музыка. Ты обновляешь мое тело и разум, даешь мне ясность, даешь мне жизненную силу и духовную силу. Всегда заботьтесь обо мне, Отец, и пусть Твое постоянное присутствие окружает меня в моей физической жизни. Потому что если нет, то какое еще благословение может быть? Господь, молись об этих благословениях во имя Сына Твоего Иисуса Христа. Я знаю, что сегодня я буду благословлен, и благодарю Тебя за Твое благословение в моей жизни. Пусть Твоя милость и милость всегда будут со мной. Я спою Твое имя, папочка. Отец, 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 всегда благословляй тех, кого любишь. Я люблю Тебя, Папа. Я благодарю Господа за всех. Пусть Твои глаза сияют мне весь день. Ты мой кормилец, источник всего. Благословения Твоего обещанного слова удовлетворят все мои нужды, основанные на Твоем драгоценном сокровище в Иисусе Христе. Папа, я желаю Тебе всего наилучшего. Что означает «Бог никогда не терпит неудачу». Я знаю, Отец, что Он защитит меня от этой пустыни, которая встречается на моем пути в жизни. Прошу, чтобы пламя Твоей любви и надежды пылало мою душу в минуты трудностей и бед. Я открываю глаза и обращаюсь к свету небесному, потому что Ты любящий Бог, Отец, Ты мой верный спутник в каждой битве. Я смиренно прошу Вас помочь мне сделать выбор, который определит мою судьбу. Встань, сразись с моими врагами и дай мне победу, которую я хочу. И кто поругает мир мой? Потому что я знаю, что Господь все видит. В самые мрачные минуты Ты освещал мне путь, Папа. Его слово течет, как святая вода, обращаясь к сердцам и умам людей и царей в Его руках. Отец тех, кто помогает Тебе, используй свою мудрость, помоги и поддержи меня.
Я молюсь, чтобы вы творили чудеса в моем путешествии, независимо от моего финансового положения. Я молюсь, чтобы вы были достаточно любезны, чтобы помочь мне. Своей благодатью открой окна небесные и ниспошли дождь благословений. Да, Господь, спасибо, что услышал мои молитвы и помог мне выбраться из этой проблемы. Значение Бог не разочаровывает. Дорогой Божией, я так просто стою перед Твоим царем, со слабостями и проблемами. Глядя на то, где я нахожусь сегодня, я плачу о Твоем чуде. Господь, дай мне силы сражаться в следующей битве, потому что я верю в Тебя, потому что Ты единственный, кто может спасти меня, и я верю в Твою защиту. Вступление на удивительный путь принесло облегчение боли, которого я никогда в жизни не видел. Я надеюсь, что ты пройдешь через все неизведанное, потому что я знаю, что Господь способен восстановить все неизведанное. Я отдаю тебе все свое тело, Отец. Исцелять тех, кто нуждается в исцелении. Я смотрю на тебя с непоколебимой верой. Я отдаю тебе свою жизнь. Пожалуйста, сотвори чудеса в моей жизни и покажи свои руки миру. Позвольте мне быть живым свидетелем ваших чудес. Я доверяю Твоему обещанию, потому что Господь может изменить все по моей воле. Излейте свою славу и силу и творите чудеса по-моему. Освободи меня от всякого бремени, которое угрожает моему покою. Покажи мне свои чудеса и неожиданные вещи. Я говорю это для того, чтобы люди во всем мире узнали о вашей доброте и вашей правде. Счастье мое, клянусь противостоять мыслям врага, стремящегося украсть мое благословение и мир. Отец, я клянусь отказаться от мирских обычаев, потому что только Ты можешь его поднять. Я говорю, что мой дух поднимется. Пусть Твои благословения наполнят мою жизнь, пока я доверяю Тебе. Примечание: я верю в Бога. Отец, я полон решимости добиться успеха во всех начинаниях. Господи, помилуй меня в присутствии тех, кого Ты решил не нападать на меня. Я молюсь о физических и духовных благословениях, духовных и финансовых. Верните честь, которую пытались украсть ваши враги. Господь, я сосуд, который Ты можешь использовать. Посмотри на небо, и пусть Твои благословения преобладают в моей жизни. Твоя любовь благословляет меня своей милостью и позволяет миру и счастью течь от меня к другим. Направь мои шаги на путь счастья. Мои слова солены, и я говорю их с любовью. Это истинный Отец Бог. Я прошу Тебя продлить мою жизнь, чтобы я мог быть для Тебя благословением в жизни других. Ты удивительный Бог, и я люблю Тебя, Папа. Даруй мне возможность принять Твою благодать в моем путешествии и всегда быть смиренным слугой. Во имя Иисуса, дорогой Отец, я стою сегодня перед Тобой, как поэт, смотрящий на горы и видящий источник помощи. Поскольку Бог создал небеса и землю, я открою ваши глаза и вашу душу во имя Иисуса, которое я принимаю, и благодарю вас за ваши благословения. Аминь. Мои близкие, обязательно подпишитесь на канал и активируйте колокольчик уведомлений, чтобы получить к вам следующее послание Бога. Пожалуйста, продолжайте спасать наши жизни. Пожалуйста, помогите, сделав пожертвование на это дело. Прочитайте первый комментарий и помогите нам. Аминь. Бог очень любит тебя. Поэтому, пожалуйста, проведите 5 дней,
молясь этой молитвой. Сохраняйте веру, и я могу гарантировать, что ваши мечты сбудутся. До скорой встречи, и благослови вас Бог каждый день. Дорогие люди, однако Бог хочет сегодня вас благословить. Поэтому вам стоит рассмотреть сертификат, представленный вам сегодня. Поэтому пусть наш Святой Отец не слушает всего этого дела. Аминь. Дорогое дитя, Бог открыл тебе послание. Прежде чем я начну эту молитву, я хотел бы поблагодарить тебя за уделенное время. Не прощайте ребенка. Если я вам нравлюсь, пожалуйста, слушайте мои песни на канале Worship Record каждый день. Из-за того, что у них было, потому что это действительно вдохновило твоего отца. Ваш Господь. Ребята, продолжайте смотреть это видео до конца. Но не обижайте меня и подпишитесь на этот замечательный канал. Будьте скромными и усердно работайте. Аминь. Давайте сегодня помолимся с вами и моим Святым Духом, чтобы даровать вам финансовую свободу, которой вы так долго ждали. Мы здесь, чтобы согласиться с вами и работать, чтобы изменить вашу жизнь. Пусть истина о моем Сыне Иисусе Христе растет в вашей жизни, когда вы молитесь. Мой Святой Дух преобразует и проговорит это в ваше сердце. Оставляйте свои пожелания и подписывайтесь на канал, чтобы поблагодарить нашего удивительного Бога. Я молюсь о любви к тебе сердцем, полным надежды, молитвой, которая не просто слово, а молитва радости. 2 Коринфянам 14. Я услышал, что Он придет с небес и произведет перемену, если народ мой, называемый моим именем, услышит и помолится, и взыщет лица моего, и послушается путей моих. Я говорю моему народу: вот, я прощу их грехи и спасу их души. Не забудь помолиться за меня, когда потеряешь любовь. Смирение – это способ оставить меня, не так ли? Осознайте, что у вас нет ответов на все вопросы и что вы не можете проложить курс своей жизни, основываясь только на своей силе и мощи. Тебе нужна Троица, моя дорогая. Мои священные писания учат вас быть смиренными. Что вы будете смиренно служить мне, служить телу моего Сына Иисуса Христа и продвигать мое царство. Слушайте Бога. Псалом 41. Один как раб, жаждущий воды. Сердце твое жаждет меня, дитя мое. Я хочу, чтобы ты не только молился, но нашел меня в своих молитвах. Это не только создание списка желаний, но и пустая трата времени на мои интимные отношения. Я хочу славы всей твоей жизни. Помните слова из Евангелия от Матфея 6 часов 33 минуты. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его. Я думаю, для тебя важно, чтобы я исполнил все твои желания раз и навсегда. Бог – мой главный приоритет. Очень важный момент, дорогой мой сын. Я призван быть чистым и отделенным от мира и, следовательно, от греховных путей. Я могу двигаться в правильном направлении на своих условиях. Вам не обязательно вовлекаться в грех этого мира. Пришло время перемен. Если вы хотите изменить свою жизнь, следуйте моим словам во 2 Коринфянам 7, 1. Когда вы смиренно молитесь передо мной и ищете моего присутствия, я готов действовать. Я свет твоей жизни. Поймите через молитву, что все хорошие – это свет, дающий свободу и свободу. Да светится мое имя. Когда ты впускаешь меня, происходят чудеса и открываются пути.
Я приглашаю вас приветствовать меня в каждом аспекте вашей жизни, чтобы я мог изменить атмосферу вокруг вас. Позвольте моему божественному присутствию проникнуть в ваш дом. Грех прекратился в глазах моих, и злые слова стали для вас позором. Я приглашаю вас принять меня в свою жизнь. Почувствуй мою любовь к тебе и чувствуй себя комфортно со мной. Держите его свободным от всех примесей. Если меня что-то не устраивает, ты знаешь, я этого не хочу. Я выберу правильный путь. Как написано в Псалме 31, 19-20, «Велико кормление грудью мое для детей моих, и велико также для боящихся меня и надеющихся на меня. Любовь моя, я прячу тебя от злых глаз мира и защищаю своей любовью. В страхе ты найдешь мою любовь. Сын мой, я хочу быть с людьми, которые меня боятся. Я спрячу тебя». Таким образом, негативные последствия не повлияют на мир в вашей жизни. Это уступит место всей финансовой свободе в мире. Дорогое дитя, истинно верующий человек всегда стремится к мирским удовольствиям, поэтому я прошу тебя искать моей любви и набраться терпения. Вы живете в мире, полном лжи, но я, Господь, свет вашей жизни. Я боюсь Бога. Я осветлю твои глаза, чтобы ты смог увидеть правду среди лжи. Прошу найти мой свет, ибо он освещает все пути твоей жизни. Знай, любовь моя, что я – постоянный источник света, окружающий тебя, сияющий необходимой тебе истиной и мудростью. Так войди я в мой свет и найди покой, который я тебе дам. Возлюбленные, пожалуйста, поймите, что мой свет будет освещать ваш путь в жизни. Я спрашиваю тебя, как мой свет освещает твое путешествие. Спасибо, дорогой. Будьте открыты тому, как мой свет направляет вас на каждом этапе пути, потому что мой свет всегда сияет в вашем сердце. Видите ли, Бог прекрасен. Я всегда здесь, готов осветить ваш путь, поэтому мне не нужно повторяться много раз. Позвольте себе увидеть мой свет в своем существе и понять, как он действует во всех сферах вашей жизни. Он надежный, любящий и мудрый наставник. Так что поверь мне, моя дорогая, вы найдете свет и направление во всех своих действиях. Я буду вести тебя и никогда не потеряю тебя. Моя любовь никогда не кончается, моя любовь. Вы верите, что я Бог вашей жизни? Любовь моя, да, я тот, кто может достичь невозможного, и это то, что я сделаю в твоей жизни. Я знаю, что в какой-то момент вы обязательно почувствуете беспокойство, думая, что обо всем позаботятся, и вы сотворите великие чудеса в своей жизни. Однако я хочу напомнить вам, что вам предстоит сыграть важную роль. У вас все еще есть право. Прошу вас не ждать, а прислушаться к моим правилам. Надеюсь, вы используете свое время мудро и позитивно. Мы делаем пожертвования не церквям или этому каналу, а помогаем нуждающимся. Я хочу продолжать благодарить вас за то, что вы научились разумно распоряжаться своими пожертвованиями, а не раздавать их. Я знаю, что это правильно, но это не гарантирует вашу жизнь. А что ребенок делает правой рукой? Я не знаю, чья это рука. Дорогие мои друзья, начните идти по пути праведности. Когда вы посмотрите на все вокруг себя и отвернитесь от всего зла, вы обнаружите, что я люблю вас.
Помните, что невозможное можно выразить простыми способами через искреннюю молитву и благодарение. Мой сын должен знать, что доверие и уважение являются для меня ключом к стойкости и лояльности. Когда ты чего-то боишься, сам того не зная, ты убегаешь от этого. Я не понимаю страха. Страх – противоположность любви. Я просто люблю. Поймите это и не забывайте об этом. Будь храброй, любовь моя, пусть тобой руководит совесть, а не чувства. Ваши мысли должны направлять вас, когда ваши мечты сбываются, но само собой разумеется, что вы не ошибаетесь. Детская молитва имеет силу. Бог сказал: «Я не хочу, чтобы ты пострадал. Пожалуйста, помоги мне войти в твою жизнь. Я хочу помочь тебе. Я люблю тебя». Это то, что я говорю вам сегодня. Чудеса прошлого происходят. Бог слышит ваши молитвы. Бог чтит вашу веру и благословляет вас новыми возможностями и успехом. У меня на вас большие планы. Ваши дни будут успешными. Успеха и роста. К концу этого месяца Бог даст вам великие благословения, которые изменят вашу жизнь. Я не знаю, для кого это, но Бог благословит вас больше, чем вы просите. На твоем месте я бы зашел в комнату и закричал на себя. Хорошие вещи приходят к вам с небес. Я заявляю, что если вы доверяете Богу сказать «Аминь», то, о чем вы просите, немедленно придет к вам. Спасибо, Небесный Отец. Он способен положить конец финансовым проблемам и проблемам, которые до сих пор вошли в вашу жизнь. Более того, объединяя меня этой молитвой, вы постоянно соприкасаетесь с силой Вселенной, которая дает вам мощный и бесконечный источник обильного богатства. Отныне наши отношения откроют для нас с вами возможность приносить финансовые благословения и чудеса в эту великую землю. Ребята, спасибо вам за поддержку, просмотрев это видео и подписавшись на этот канал. Бог говорит вам: вы не только поддержите эту работу, но и поможете мне прокричать слова надежды и благословения на край земли. Посмотрите, как я вас учу, и доверьтесь своему сердцу. Я надеюсь преподавать с любовью и уважением, дети. Возвысьте свои мысли и чувства, и когда он будет готов, начните молиться, чтобы принять все, что у вас есть, потому что он придет. Сынок, я благодарю тебя от всего сердца и хотел бы услышать твои мысли о многих чудесах, которые ты совершил в своей жизни. Приходите ко мне со смиренной уверенностью, потому что я готов помочь. Я знаю, что вы столкнулись с серьезными проблемами, и знаю, что моя божественная работа на небе и на земле необходима для преодоления этой ситуации. Пожалуйста, примите необходимую вам благодать силой моей бесконечной любви и верьте, что она будет на вам как прекрасное и продолжительное чудо. Я создал землю прикосновением пальцев моих, небеса были созданы, и я нарисовал звезды, которые осветят вселенную и принесут надежду на землю как дом для всех моих детей. Во имя святой крови моего Сына, Христа Иисуса, я завершу эту молитву, поблагодарив вас за доверие, которое вы оказали мне. Я надеюсь, что успехи ваших детей растут с каждым днем. Да пребудет с вами мир и свет. У Бога есть послание для вас сегодня, которое выходит за рамки человеческих слов. Бог, который любит вас, не знает вас, и Святой Дух хочет сказать вам что-то, что вас удивит.
Так что не расстраивайтесь и обязательно дослушайте это видео до конца. Душа его напоминала окружающим тех, кто ходил неподвижно. Я знаю, что ты иногда чувствуешь. Итак, я здесь сегодня, чтобы призвать вас обрести уверенность и набросать все идеи в своей жизни одну за другой. Оставляйте свои пожелания и подписывайтесь на канал, чтобы поблагодарить нашего удивительного Бога. Сынок, сегодня я расскажу о твоем финансовом пути. Дети в раю, и им не о чем беспокоиться. Но для комфортной жизни деньги необходимы на земле. Христианство не проповедует бедность, потому что я не хочу, чтобы вы жили в нищете и тревоге. Я хочу, чтобы у тебя была прекрасная жизнь в этом мире, который я создал для тебя. Поэтому я благодарю вас и беру на себя ответственность за все свои действия. Однако деньги не должны быть первым, что приходит вам на ум, и я должен помнить, что нельзя носить их на голове. Если вы слишком привязываетесь к деньгам, это будет влиять на вашу жизнь. Обратите внимание на Матфея 17, 24-27, когда Петр пришел ко мне, обеспокоенный своей религией. В то время он приказал бросать в море деньги из уст первой пойманной им рыбы, показывая, что верующие могут испытать финансовые чудеса. Поэтому дверь для молитвы должна быть открыта. Но ты должна доверять мне и доверять мне, чтобы защитить тебя, моя дорогая. Богатство может открыть множество дверей и предоставить возможности, но мой план состоит в том, чтобы вы добились успеха во всех сферах своей жизни. Помни, бег не моя награда, но я восхвалю тебя за твою верность и силу. Во время молитвы попросите, чтобы ваши глаза открылись, чтобы вы могли видеть успех всех своих усилий. Поверьте, что я Бог, который будет благословлять вас и заботиться о вас каждый день. Спасибо, моя дорогая, за все благословения, которые ты даришь мне каждый день. Дорогой Небесный Отец, Бог, я благодарю Тебя и благословляю Твое имя. Как написано в Бытие, глава 12, стихи 2 и 3. Авраам сделал своих потомков великим народом. Он обещал благословлять тех, кто вокруг него. Подобно Аврааму, доверься мне. Благослови тебя. Твоя жизнь и твоя судьба. Заранее благодарю тебя. Я благословлю тебя, как Джабез был благословлен в книге Ирландии. Ежедневно молитесь об изменениях в вашей жизни и о том, чтобы мое слово и моя цель открылись в вашей жизни. Поверьте мне на слово. Когда я молюсь так, как хочу, я слушаю и отвечаю. Итак, обратите внимание, потому что я заявляю, что если вы сделаете это, моя благодать и благословение откроются в вашей жизни сегодня. Товарищи, я позабочусь о том, чтобы вы нашли богатство там, где вы никогда не думали, что сможете его найти. Вы будете поражены этим чудом. Хотите посмотреть эту сцену еще раз позже? Это вам. Когда вы пойдете в привычное место, вы в нужный момент получите этот сюрприз, который я для вас приготовил. Я тебе еще раз скажу, сынок. Сегодня. Через некоторое время вы встретитесь со мной, чтобы убедиться, что именно я приготовлю для вас это чудо. Таким образом, мое присутствие в вашей жизни неоспоримо. В этот особый момент твоей детской жизни, Господь, я даю тебе все духовные благословения во Христе. Позвольте мне прославить вашего Отца и вашего Бога.
Примечание: «Сын мой, благослови меня Господь». Откройте глаза на небесные принципы, которые помогут вам развивать миссионерскую радость, как я учу в Малахии 3 часа 10 минут. Всякую десятину я отложу в сокровищницу. И если что-нибудь случится с моим домом, я буду свидетельствовать, так говорит Господь воинства, что я не открою вам окна небесные и не изолью на вас благословений. Большое богатство придет к вам. Дорогой ты готов сформировать благословенный комитет и проявить открытость во всех аспектах своей жизни. Мои ангелы и я делаем эту работу, поэтому, пожалуйста, благословите свою жизнь моим добрым сердцем. Много благословений. В свою очередь, сохраняйте непоколебимую веру в меня. Предотвратите любое негативное влияние на ваш источник дохода и отрицайте любые эмоциональные страдания, которые вы можете испытать. Все, что вы сделаете, будет успешным. Сынок, ты пожнешь плоды своих усилий. Аминь. Мое желание не только благословить вас, но и благословить через вас будущие поколения. Я не хочу давать тебе достаточно денег, но хочу благословить тебя всеми видами денег, которые принесут большую пользу твоим внукам. Во имя мое святое вы преодолеете ловушки и препятствия, которые враг расставил на вашем пути, чтобы достичь благословений и планов, которые я приготовил для вас. Помните, проявив веру в силу моей крови против слов и критики, направленной на вас, вы одержите победу. Хотя это может продолжаться какое-то время. Помни, сын мой, что всякий, кто ищет меня, ни в чем не будет недостатка. Я заявляю через мои писания, что не будет недостатка во всем, что необходимо для великой и процветающей жизни и для распространения моего царства в мире. Я не принимаю ничего меньшего, чем те стандарты, которые я установил. Ибо я исполню всю твою волю по славе моей. Как написано в Псалме 15:4, «Прекрасны дела твои». Помните, что вы наследник моих благословений. Я наследник Бога. Согласно Псалму 66:12, хотя мы и проходим сквозь огонь и воду, это приведет вас в чудесное место. Сейчас настало время достижения финансового процветания. Свобода от бедности и страданий. Подобно Исааку, вы увидите огромный рост. Каждое семя, которое вы посадите, приведет к большему урожаю. Когда вы приблизитесь к моему престолу с верой и послушанием, вы узнаете, что дни испытания прошли. Слава Богу! Иов 36:11 я решил благословлять тебя, сын мой, во все дни жизни моей. Ты будешь очень доволен годами, которые я тебе подарю. Спланируйте все темные пути, по которым вы пойдете. Я всегда молюсь, чтобы я мог идти впереди вас, сломать медные засовы, сковывающие вас, и сломать железные прутья, сковывающие вас. Откройте глаза на все возможности, которые я даю вам для преодоления проблем, с которыми вы сталкиваетесь. Псалом 35:27 прошу вас ободриться, потому что я доволен деньгами моих слуг. Ты знаешь, сын мой, что мое желание – это процветание моего народа и процветание моих потомков. Мир и все это мои, так же, как мир и все это мои. Золото и серебро все мои. Поэтому вы будете готовы получить моральную поддержку, поскольку ваша финансовая безопасность не будет подвергаться риску. Во имя моего святого имени
у меня есть возможность финансовой безопасности перед вами во имя моего Сына Иисуса. Я полон решимости устранить ваши финансовые потребности, чтобы вы могли жить независимой жизнью. Возлюбленный Сын, я восхваляю дело рук Твоих и своей божественной силой совершу все, что Ты делаешь. Ваши молитвы, желания и мечты имеют для вас больше значения, чем ваши ожидания и самые высокие ожидания. Своим святым именем я запечатлел это пророчество. В этой мощной молитве, вдохновленной Святым Духом, Бог даст вам чудо всего за 2 минуты. Возлюбленные, не оскорбляйте Бога. Если вы хотите совершать чудеса быстро, потому что ваши чудеса зависят от вашей преданности Богу, выслушайте эту мольбу до конца. Вы готовы сиять. Итак, слушайте Слово Божье. Сегодня, сын мой, я выведу тебя из этой пустыни, через которую ты идешь в своей жизни. Во имя моего Сына Иисуса, чудеса, которых ты желаешь, сегодня сбудутся. Я хочу, чтобы вы произнесли эту молитву вслух. Со мной ничего не случится, мальчики. Пустыня может расцвести, и я расцвету в твоей жизни. Ничего, что можно потерять, не сделает вашу жизнь продуктивной. Тогда появятся возможности, и чудеса сбудутся в соответствии с вашими желаниями. Оставляйте свои пожелания и подписывайтесь на канал во имя любви нашего великого Бога. Так что доверьтесь мне и повторите то, что я говорю ниже. Если ты веришь в своем сердце, верь, что все, что ты хочешь, скоро сбудется. Если вы чего-то хотите, не зацикливайтесь на том, произойдет это или нет. Это даст миру понять, что в вашем сердце есть сомнения. Повторяйте слова, которые исполняют ваши желания, и выпускайте их в мир. Отпустите и оставьте все остальное позади. Пожалуйста, проявите терпение, пока моя любовь и желание Господа не исполнятся. Сынок, я всегда так красиво с тобой разговариваю. Не забывайте помогать тем, кто нуждается в избавлении от сахарной и алкогольной зависимости. Создатели этого канала помогают организовывать регулярные ежемесячные пожертвования, поэтому, пожалуйста, вносите свой вклад, где можете. Я открываю для тебя чудесные двери, они предоставляют вам благодать и ресурсы, необходимые для достижения вашей мечты. У меня есть невыполнимый план на твою жизнь. Возможно, сейчас вы чувствуете себя застрявшим, но планы, которые у меня есть для вас на этот год, лучше, чем ваши самые смелые мечты. Я осыплю вас любовью, обильно благословлю и процветаю. Помните, что промедление не означает отказ. Пока вы терпеливо ждете, пока некоторые проблемы в жизни уйдут, вас ждет это время, которое научит вас, как добиться большего успеха в своих будущих начинаниях. Я превращу ваше промедление в чудо. Так что держитесь. Я отвечу на ваши молитвы так, как вы не можете себе представить. Я приглашаю вас испытать более высокую радость и доброту, чем я. Приготовьтесь получить благословения, которые я приготовил для вас. Соматические люди могут нуждаться в услугах психологической или духовной реабилитации. Мои целительские способности не имеют себе равных. Я могу предоставить лечение, которое вы ищете. Я с тобой, моя любовь. Если вы мне доверяете, я смогу решить все ваши проблемы. Я хочу видеть свою красоту и хочу, чтобы ты сиял как знаменитый и влиятельный человек.
Будьте стойкими в своей вере и доверяйте моим обещаниям, когда я говорю истину в вашу жизнь. Вы скоро получите мою милость и благословение. Тревога на жизненном пути, вы можете испытывать боль и страдания. Не бойтесь, я устраняю ваши проблемы, и мое счастье, исцеляющая любовь, может быть заменена благословениями. Как бы то ни было, знайте, что вы можете рассчитывать на мою непоколебимую поддержку и присутствие. Бог говорит с вами, исходя из вашего жизненного пути, терпеливо ждите. Пришло время получить хорошие новости, которых вы так долго ждали. Я буду работать на вас с правильными намерениями. Я собираюсь показать несколько трюков, которые поразят вас, так что будьте готовы к удивительным событиям. Ваш враг – наркозависимость. Помимо одиночества и семейных раздоров, есть надежда. Новые разработки, анонсы, релизы и дней, которые вы увидите. Не стреляйте. Продолжайте достигать своих целей с силой и верой. Приготовьтесь встретить ангелов со счастливой улыбкой, потому что в вашей жизни вот-вот произойдут удивительные перемены. Пусть Бог исполнит вашу просьбу о финансовой помощи и даст вам великие благословения, чтобы удалить все проблемы из вашей жизни, пока вы спите сегодня вечером. Ваши финансы, любовь и духовная жизнь улучшатся в ближайшие дни, и вы можете увидеть увеличение своих расходов в этом году. Вы можете рассчитывать на получение прямых сообщений, которые принесут вам счастье и исцеление, а также неожиданные чудеса. Многое у вас под рукой, так что смотрите это видео до конца. Сейчас тебе уже поздно что-либо говорить. Но наступают хорошие времена и благословения. Деньги любят здоровье, а здоровье имеет много преимуществ, например, наличие места, которое можно назвать домом. Сделайте Бога своим главным приоритетом, и ваши заботы падут на Него. Его благословения войдут в вашу жизнь. Помните, мудрецы построили свои дома на камне, как и те, кто слышал учение Иисуса и следовал Ему. Молитесь вслух: «Господь, я могу петь гром по утрам, ибо Ты – моя сила и мое прибежище. Ты – моя сила и мое прибежище во времена бед. Пой, как я хочу. Все, что я хочу, все, что я хочу». Спите ночью, сохраняя отношения, и здоровье улучшится. Если ты поклоняешься Господу, твоему Богу, Он даст тебе пищу и воду и защитит тебя от болезней. Иисус обещает спасти вашу жизнь, если вы поверите в Него. Бог дал вам помазанное место, новый век и великие благословения. Даруется бесконечный мир, и Божья любовь начинается сегодня. Молитвы вашей бабушки защищают вас, и чудо, которое изменит вашу жизнь, вот-вот положит конец вашей боли. Ничто внутри вас не может остановить Божий план для вашей жизни, потому что Бог любит вас. Это внесет удивительные изменения в вашу жизнь, превосходящие ваше воображение. С любовью вы испытаете волну процветания и счастья. И если у вас есть уверенность, что вам не о чем беспокоиться, не забудьте сказать «Аминь». Но Господь говорит, что при любых обстоятельствах молитесь Богу с благодарением и молитвой. Когда вы приглашаете Бога в свой дом, Он может творить чудеса в вашей жизни. Через 5 дней вы, возможно, обнаружите, что задержка в ваших планах была замыслом Бога по вашему спасению. И помните, что Бог с вами повсюду. Молодец, моя дорогая.
Ваш тест завершен. Бог исцеляет ваше физическое тело, духовное общение. Бог готов исполнить все ваши молитвы, включая процветание и многое другое. Вас очень уважают в Божьей семье. Помните, если вы пребудете в Нем, то, чего бы вы ни попросили, Он сделает вам. Если вы столкнулись с трудностями, не падайте духом. Господь, Бог твой, с тобой, когда Он сражается за тебя. Он сражается за тебя. Скажите это в своей молитве. Небесный Отец, несмотря на мои слабости, я должен быть благодарен за Твою любовь ко мне. Что бы ни случилось в эти выходные, всегда помни, что Бог больше всего, с чем ты не можешь столкнуться. Пожалуйста, даруй мне мудрость понять желания трудных людей в моей жизни и благодать исполнить их желания так, чтобы прославить Тебя. Аминь. Доверьтесь Ему, потому что Он лучше вас. Если вы чувствуете, что ничего не можете сделать, отнесите свои заботы и беспокойства Богу. Я понесу их. По пути домой, от арендатора к сотруднику. Позиции меняются от заемщика к заемщику и так далее. Если вы пренебрегаете этим и не заботитесь об этом, вы будете все глубже и глубже погружаться в проблемы. Хорошие новости, благословение, рост, продуктивность, оптимистические ответы, исцеление. Вас ждет неделя, наполненная Божьей милостью и любовью. Выздоравливайте скорее, что такое новые успехи, и всегда помните, что боль временна, а счастье вечно. Несмотря на все трудности, вы можете ожидать подарка, который изменит вашу жизнь. Счастье, любящее тебя сердце наполнится надеждой. Бог обещает вам хорошие новости, и вскоре вы будете смеяться. Я ожидаю, что оставшаяся часть недели будет полна возможностей проявить себя. Вы получаете исцеление от Бога. Вы получите возможности и благословения. Я буду с тобой, куда бы ты ни пошел, я буду с тобой. Я не оставлю тебя и сдержу данное тебе обещание. Бог все контролирует, потому что Он сильнее и могущественнее всех людей, обладающих силой и властью. Знайте свое образовательное и финансовое положение. Я знаю, что ваши ожидания высоки, и знаю, с какими проблемами вы сталкиваетесь. Послушай меня. Я обещаю, что не подведу тебя. На этой неделе ваше здоровье, финансы, отношения и бизнес улучшатся. В вашей жизни произойдут удивительные вещи, потому что Бог подготовил их. Когда мы знаем Бога как нашего Царя и считаем себя Его детьми, мы можем понять слова Христа и унаследовать наследие Господа. Все ошибки преодолеваются благодатью Божией, каждое падение сопровождается новым началом, а каждая трудность сопровождается возвращением успеха. Богатство приносит счастье и удовлетворенность. Вам не нужно на что-то указывать, чтобы привлечь удачу в вашу жизнь. Когда вы захотите войти, сядьте тихо и постучите в дверь своего сердца. Я милосердный Бог. Так что не бойтесь открывать П. Дверь, я хочу сыграть важную роль в твоей жизни. Я хочу быть рядом с тобой, когда ты идешь. Я отдаю тебе свою силу и свое счастье и могу наполнить его покоем. Когда вы примете меня, ваши страхи заменятся непостижимым покоем. Будьте готовы к обильным Божьим благословениям, которые вас удивят. Если вы поддерживаете прочные отношения с Его присутствием и слушаете Его руководство, вы будете наполнены бесчисленными благословениями.
Какими бы трудными ни были обстоятельства завтрашнего дня, Бог больше, чем вы можете себе представить. Это не подходит для вас, когда вы выйдете на пенсию. Мы должны молиться как сообщество. Так скажи «Аминь», если хочешь. Иисус молился: «Отец, спасибо за то, что Ты увидел, как я переживаю то, где мне нужно расти. Сегодня, пожалуйста, направляй меня, напои меня и благослови меня. Пусть мои дети пойдут в колледж. Пусть мои путешествия будут безопасными. Пусть я отдохну, начну все сначала и получите замечательный опыт. Выполняйте священную работу божественного знания и защиты, данной вам всемогущим Богом. Любовь вашего Небесного Отца всегда будет сиять на вас благодатью и силой, позволяющей преодолевать препятствия и достигать ваших целей. Если вы спросите меня, я гарантирую вам, что ваше здоровье выздоровеет. Нет такой болезни или проблемы, с которой мне было бы слишком трудно справиться. Следующий месяц будет для вас удивительным. Наслаждайтесь своей историей, я могу превратить ее в исцеление и победу. Ваше здоровье в ближайшие дни. Я помогу вам вернуть ваши отношения и ваши деньги. У вас могут быть проблемы с физическим или психическим здоровьем, но я хочу, чтобы вы знали, что я хороший врач, который сможет лечить вас постоянно. С твоей силой я восстановлю мир и счастье, чтобы ты мог жить полноценной и благополучной жизнью. Люби меня как Бога, исполняющего все твои желания. Я собираюсь открыть врата рая и принять дождь твоих благословений. Всегда помни, что я с тобой, несмотря ни на что. Я добрый, и Бог не наказывает физической болью. Пожалуйста, помните, что несмотря на всю вашу боль, будь то эмоциональная боль или потеря, я с вами. Я поддержу тебя, дам тебе силы, и мы переживем темные времена. Я послал своего единородного Сына Иисуса Христа, чтобы дать вам вечную жизнь за ваши грехи. Все плохое, о чем ты плачешь, скоро исчезнет, потому что я прощу тебя и люблю тебя. Моя любовь и благословение облегчают вашу боль и радость. Я молюсь, чтобы оно было наполнено смехом и любовью. Реставрация, я молюсь, чтобы его слова исцеления и мира принесли вам утешение и тоску. Сэр, пожалуйста, скажите это вслух. В 2024 году тот благословит меня, исцелит, поддержит, защитит и направит меня. В тебе. Мир, включая солнце и звезды. Мой новый ребенок придет к вам без каких-либо усилий и борьбы с вашей стороны, потому что я направляю вас. Всегда здесь для комфорта и защиты. Пожалуйста, помни, что ты очень важен для меня, и я рад за тебя, несмотря ни на что. Будьте готовы получить этот подарок и наслаждаться богатством, которое он приносит, поскольку деньги текут к вам. Вы притягиваете богатство, как магнит, и привносите его в свою жизнь в изобилии. Я здесь, чтобы исцелить тебя. Физическое, будь то психическое или физическое. Я хочу облегчить любую боль, которую я чувствую, душевную или нет. Я хочу достичь мира и процветания. Появляются возможности изменить свою жизнь к лучшему. Когда ты слаб, никто не сможет помочь тебе, как я. Когда ты заболеешь, никто не сможет исцелить тебя, кроме меня. Когда любовь и мир ушли, ничто не сможет вернуть их, кроме меня.
У меня есть для тебя подарок. Теперь Бог изменил вашу жизнь. Аминь, дорогая, ободрись. После этой недели вы увидите что-то удивительное, что изменит вашу жизнь. Мы молимся. Дорогой Бог, сегодня я стою перед Тобой со смирением и открытым сердцем. Желаю чудес во всех сферах своей жизни. Отец, моя вера в Тебя непоколебима, и я верю, что Ты способен на большее, чем моя глупость. Я хочу сохранить веру, Пап. Я не хочу следовать тому, что вижу в мире, но верой моей, Господи. А всемогущий Бог, я прошу Тебя творить чудеса всеми моими способами. Я вижу Твое стремление совершить невозможное в жизни и верю в Твое свидетельство и приверженность, дорогой Отец. Я благодарна, что Он понимает все мои недостатки. Небесный Отец, я прошу Тебя помочь мне преодолеть трудности и невзгоды в моей жизни. Твоя удивительная сила останется очевидной до конца моего путешествия. Господь направляет меня в каждой ситуации, с которой я сталкиваюсь, и остается рядом со мной во всех аспектах моей жизни. Боже, пожалуйста, прости меня за любой грех или злую мысль, которая может войти в мое бедное сердце и помешать мне увидеть Твои чудеса. Отец, очисти меня, дай мне чистое сердце и восстанови дух праведности в моей жизни. Я надеюсь, что Вы решите творить чудеса в моей жизни каждый день. Он не любит меня. Если духовные проблемы мешают чудесам происходить в моей жизни, тогда я возношу эту истинную молитву во имя Твоего Сына Иисуса. Отец, спасибо Тебе за чудеса, которые Ты каждый день приносишь в мою жизнь. Небесный Отец, я знаю, что Ты моя крепость, и вся власть принадлежит Тебе. Я молюсь Богу о душевном спокойствии, дальнейшем здравии и дальнейшем здравии. Я думаю, что у него сила и выносливость собаки. Бог обеспечивает сильную иммунную систему, способную защититься от возникающих угроз по всему миру. Желаю папе здоровья. Я желаю тебе долгой жизни, но молюсь, чтобы ты жил счастливо и путешествовал по миру с добрым сердцем. Чем здоровее ваш родитель, тем больше вероятность того, что ваши желания сбудутся. Благодарю Тебя, Господь, за то, что услышал и последовал моим словам, и благослови мое здоровье. Поэтому, Отец, я обещаю молиться 7 дней на этой неделе. Когда мой отец захотел уничтожить его, я отдал его ему. Обещаю тебе, Отец, я не сдержу этого обещания, потому что я знаю, что ты уже давно творишь чудеса. Смотреть. Бог любит меня. Отец, ты моя сила, мое руководство и моя музыка. Ты обновляешь мое тело и разум, даешь мне ясность, даешь мне жизненную силу и духовную силу.